Современный Казахстан, мы переживаем такой период национально-культурного возрождения, который знаменуется тем, что очень многие традиции и обычаи у нас возрождаются, мы обращаемся к своей прошлой истории. Но это связано с тем, что мы только сейчас вырастили одно поколение в мире и достатки, и это поколение уже демонстрирует большие способности и возможности казахского народа. Возрождение всех традиций и обычаев, они иногда сохраняются, иногда искажаются, иногда интерпретируются по-новому, и это естественно. В казахской культуре существует идеал женщины, и воплощением этого идеала является образ Кызжыбек. Именно Кызжыбек является чисто казахским эпосом. И образ Кызжыбек – это идеал казахской женщины, шелковая девушка. То есть все ее качества связаны с шелком. А шелк – это что за материал? Это материал, который в древности был вообще драгоценным материалом. И шелк – это очень легкий, нежный, красивый материал. Он блестящий, тонкий, необычайной красоты, но в то же время шелк очень прочный материал. И он выдерживает очень большие нагрузки. А самое главное, шелк – это еще материал антисептический, потому что на шелке не задерживаются никакие паразиты. И в древности, и в средние века, когда люди спасались от чумы, от разных таких массовых эпидемий, то только шелковое белье спасало, потому что ни вошь, ни клопы, они на нем не задерживаются, они скатываются. И поэтому шелк – это еще чистый материал. И поэтому казахская женщина обладает такими качествами. Идеал – она чиста, сильна и прекрасна. Но здесь для казахских женщин кроется, конечно, такой, не то что опасность, но очень сложная ситуация. Потому что сейчас мы можем констатировать наличие такой нескольких групп казахских женщин в современном казахском обществе, которые между собой немножко разнятся. Есть женщины, которые сохраняют этот импульс приверженности инновациям, прогрессу, они получают образование, они выигрывают гранты Болашак, они выступают на международных конференциях, они выигрывают проекты, они работают уже в правительстве, в различных международных организациях, достигают достаточно больших успехов. Это одна группа женщин. И, конечно, семья и дети у некоторых сохраняются, но это является не приоритетом в их жизненных целях. Затем другая группа женщин, которые в основном они являются матерями и рожают. Сейчас Казахстан представляет собой определенное демографическое чудо. Оно вызывает удивление у всех современных экономистов, политологов, потому что у нас сейчас бэби-бум. Мы даем очень высокий процент рождаемости и очень высокий процент молодого населения. То есть от 18 до 25 лет. Во всем мире их мало. Везде мир вообще стареет. Везде стариков больше, чем детей. А у нас в Казахстане очень высокий процент молодежи. И даже соседние страны, такие как Россия и другие, они удивляются. Говорят, на основании чего в Казахстане такая высокая рождаемость? У нас нет особых программ поощрения рождаемости, у нас нет никаких особых условий, а казашки продолжают рожать. И даже в городских условиях. Причины этому можно во многом искать, но это две причины, мне кажется. Это прежде всего в целом возрождение национального мировоззрения, оно опирается на такие традиционные ценности. А к традиционным ценностям относятся отношение казахов к детям, к потомству вообще. Казахи никогда не считали детей каким-то обузой, что родился лишний род. Любой ребенок – это радость. И поэтому это Богом данная благость, которую надо с благодарностью принять. Это один пример. Поэтому вообще беременность и рождение ребенка никогда не осуждается и никогда не рассматривается как отрицательное явление. Это в целом отношение этноса к потомству. Еще другая черта, когда вопрос стоит об этнической целесообразности и поведении этноса, оно иногда алогично и иррационально. Казахи к настоящему времени, мы, конечно, если брать в разрезе всего человечества, мы представляем собой такой немногочисленный отряд. 20 миллионов – это население одного большого мегаполиса в современном мире. А это все население Казахстана. И это все население включает другие этносы, а у нас их свыше 100.
То есть казахи, мы представляем собой малочисленную часть, отряд человечества. Мы даже отряд такой маленький, но еще лишенный сплоченности. Но я надеюсь, что зато он качественный, все равно у нас человеческий, генетический код очень сильный, хороший, и наша молодежь дает этому доказательства. И поэтому единственным способом сохранения казахского народа является увеличение его численности. И этнос начинает бессознательно себя вести. И поэтому наши женщины, выполняя вот такой вопрос о сохранении этноса, вот сейчас так активно рожают. И вот это одна, другая группа казашек, которая затем обращается к сохранению традиций всех. Она активно в этом участвует. И поэтому вот большое количество сейчас у нас тоев, разных праздников, которые приобретают такой большой социальный характер. Если раньше они были такие камерные, небольшие, то теперь любое рождение ребенка, щельдыхана, бескесалу, оно становится таким празднованием, это празднуется с обильными дастарханами и прочее, прочее. Вот это другая часть общества. Традиционные обычаи в казахском обществе достаточно сложные для реализации в современном мире, потому что традиционное казахское общество – это патриархальное общество. В чем это выражается? У нас главный мужчина. Есть понятие такое «аель жолы женщки». То есть мужчина у нас главный. Мужчина является главой рода. Все наши щежре, все наши понятия жета-ата, все это основывается на предках по мужской линии, мужского рода. И поэтому вот возрождение этих традиций как бы бьет по современному статусу казахских женщин, и многие из них не понимают, начинают переживать, говорят, почему нас нет в щежре. И самое удивительное, вот у нас сложился образ, что казахская женщина в традиционном обществе была очень свободна. Ну да, у нас женщины не покрывались, они не сидели в закрытой части жилища, не было гаремов как таковых. Женщина имела право там участвовать в социальной жизни, она даже могла воевать, она могла быть поэтессой, она могла участвовать в диспутах и спорах. Но в традиционном обществе казахская женщина имела очень короткий социальный поводок, потому что казахская женщина не имела права собственности ни на что. Вообще имущество в казахском традиционном обществе, частная собственность распространялась только на скот, поскольку земля считалась общественной собственностью, общинной, общей, то вот на скот казахская женщина, на скот рода семьи, она не имела права. Даже ее приданное рассматривалось как часть имущества рода мужа, куда она приходит. И поэтому она была экономически абсолютно бесправна, потому что даже после смерти мужа право собственности распространялось на ее братьев или же старшего сына в семье. Поэтому вот наличие вот такого статуса казахской женщины в традиционном обществе, оно требует от нас, от современных казахских женщин, такого немножко критического понимания тех благ, которые нам дала советская модернизация и в целом международные достижения женщин. Мы должны понимать, что в силу обстоятельств мы эти права получили почти бескровно. Ну, конечно, были элементы преследования первых активисток, которые, значит, сняли жаулык, одели красную косынку, пошли, значит, на собрание, стали комсомолками. Некоторых убивали, некоторых подавляли всячески. Но, тем не менее, мы, правда, получили эти права достаточно легко. Мы за них не боролись. Даже англичанки больше страдали, их больше сажали в тюрьмы, издевались. В нашей истории этого не было. И когда какие-то права и блага мы получаем бесплатно, оно не так ценится. И поэтому я считаю, что, возрождая свои традиции и обычаи, мы должны сохранять и те достижения, которые получили благодаря той модернизации, в которой мы были вовлечены, будучи в составе Советского Союза, ну и сейчас. И поэтому вот это такой важный аспект. И еще есть одна часть казахских женщин. Это женщины, которые хотят сочетать в себе эти два начала. То есть и общественную работу, и образование, и карьеру, и в то же время сохранить семью, рожать детей, заниматься их воспитанием. Но это самая трудная, почти невозможная задача. С ней справляются все с разным успехом. И здесь, мне кажется, имеет большое значение роль государства, мужчин и вообще всего общества в поддержке женщин, которые пытаются это сочетать. Есть такое понятие, что женщина в колыбели качает весь мир.
То есть уровень образования женщины, ее мировоззрение, уровень ее сознательности является важным, потому что именно она воспитывает будущее твоего общества, государства и в целом человечества. И поэтому какая женщина, насколько она образована, насколько она свободна, насколько она самодостаточна, является принципиально важным для успеха государства, нации и общества в целом. И именно здесь женщины испытывают наибольшую дискриминацию, потому что замужнюю молодую женщину никто на работу брать не хочет. Почему? Потому что она обязательно, неминуемо уйдет в декрет, который надо будет оплачивать. Она имеет право на больничный, затем, значит, неполный рабочий день. В общем, это как бы такая головная боль любого работодателя. Будущее имеют только те народы и те государства, которые не думают только о сиюминутной материальной выгоде. Сиюминутная материальная выгода – это не главное, что может спасти нас, а особенно создать стабильное настоящее будущее. Только нематериальные, только высокие цели, которые материально, может быть, невыгодны, могут обеспечить нам прогресс и процветание. И поэтому я считаю, что вот празднуя этот такой праздник, как 8 марта, который имеет много смыслового содержания, и чем больше в нем будет, тем это будет лучше. Пусть это будет и праздник весны, и красоты, и женственности, но в то же время это будет праздник борьбы женщин за свои права и создания им особых условий, чтобы они могли и работать, и получать образование, и в то же время уделять должное время детям, семье. Именно такие женщины станут будущим залогом успеха и процветания нашей страны.